Записываю. Мы тебе даже позволим потратить на такси, потратить билет на поезд, потом выйти с поезда, заказать такси на эти же деньги и поехать до нее, до ее адреса. Извините, как? До ее адреса. А, все, понял. Потом ты написал ей, что ты скинешь ей 15 тысяч, ты скинул 15 тысяч и попросил снять ролик с благодарностью, типа вот всем спасибо, что вы мне отправили деньги и так далее. То есть, по-твоему. Мое обращение Исламу Гусейнову. Ты гандон. Это видео удалил со своего канала. Ты просто крыса. Ты больше никогда на свой канал имя таджики не ставь. Слушай, дружище, как ты там любишь говорить про моих там земляков, снимаешь видео, любишь говорить. Теперь не сдай заднюю-то. Теперь ответь вообще. Ты слышишь? Эти крысоблогеры пришли за мной. Ассаламу алейкум. Ты просто крыса. На улице тоже. Быстрей. Теперь не сдай заднюю-то. Теперь ответь вообще. Вот ты лично для меня и для моего окружения. Все блогеры, вот эти таджикские, они обиделись, что я азербайджанец, и я помогаю таджикской женщине. Таджикским блогерам обращался за помощью? Да, который известный, который про тебя видео сделал. И второй тоже, который про тебя видео сделал. Я ему тоже обращался. Один не поднимал трубку, а Фарик, который есть. Почему я к тебе обращался? Потому что после того, ты девушку помогал, я видел про тебя, какие там провокационные видео сделали. И хочу, чтобы лично сам вот так выйти, по всей публике сказать, что вот этот человек никакого хайпа и личные деньги он не брал. То есть вот меня помогал. Они тебе люди будут звонить, спрашивать, сам отвечай им, хорошо, кто как поможет. Поэтому как бы мне безвозмездно не надо брать, если есть возможность до конца карантина. И все, после карантина я на свою работу выйду и все верну. Почему не обращаешься к таджикским блогерам-то? Я даже в консульство звоню, никто из них не отвечает. Я дам твой номер таджикским блогерам. Буду рад только. Я тебе сейчас свой номер тогда напишу. Ко мне обращаются братья-таджики, а вот блогеры, вот эти таджикские, чем занимаются вообще? Ладно, я им обращусь, я им скажу, если они такие умные, хорошие, пусть помогут. Если... Такую вот рекламу сделал, там, я не знаю. Вот я тебе что хотел сказать, дружище. Вот ты лично для меня и для моего окружения. Ладно, давайте, ассаламу алейкум. Обратно на 5 часов. Остановитесь! Ты бы сначала прикрыл бы свой рот, а то нотации читаешь, какой ты красавчик, крысявчик ты. У тебя видео на канале, где ты со своими корешами на лодке бухаешь пиво, ешь рыбку, и вот это твое окружение. Ты говоришь мое окружение, вот оно твое окружение алкашей. Ты сначала с себя начни и перестань врать и хайповаться. Вот второй блогер. Вообще не знаю, что он говорит, что он несет. Обращение к азербайджанскому блогеру Исламу Гусейнову. Я смотрю, любишь ты говорить громкие слова. Мы все мусульмане, типа должны помогать друг другу. И где это видео? Она испарилась совсем. Не разобравшись в ситуации, посмотрев у первого, опять говорит, не делай видео о таджиках, я делаю про все национальности. Если ты не заходил на мой канал и не видел, что настолько хорошее и про все народы мира, то это не моя проблема. Вот еще один профессор, который говорит, зачем про узбеков, таджиков делаешь. Ты опять снимаешь ролики про таджиков, про узбеков. Сними ролик про свою нацию. Я как бы не имею ничего против, но почему ты только вот о таджиках и узбеков снимаешь? Сними, как ловят полиция азербайджанцев, ну или там других национальностей, неважно. Я хочу сказать опять, если ты не заходил на мой канал, не смотрел, какие мы видео делаем, и как мы защищаем и таджиков, и узбеков, и азербайджанцев, все национальности, и никогда ничего плохого не говорим, то не надо врать просто людям. Самое страшное, что эти крысоблогеры обращаются в своем видео матным языком, они везде говорят мат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мое обращение Исламу Гусейнову. Ты гандон. Это видео удалил со своего канала. Ты просто крыса. Ты больше никогда на свой канал имя таджики не ставь. Поэтому Ислам Гусейнов, ты нахуй. Никакой он мусульманин. Этих
кафиров, блядь, поддерживать. Еще раз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, ты гандон. Таджики, очнитесь, не надо этому Исламу Гусейнову не подписываться, отписываться от его канала. Блядь. Дядя Петя, ты дурак? Вначале они говорят салам алейкум, считают себя мужчинами, то не надо обращение делать такие видео позорные. Вас смотрят женщины, дети и так далее. Вы считаете себя мусульманами? Один пишет мат. Читайте внимательно. Я ему культурно отвечаю, он опять начинает какую-то непонятные вещи писать. Это все подписчики вот этих крысоблогеров. Я культурно отвечаю ему, говорю, что какие факты есть, после чего я говорю, что все данные сохранены, он блокирует меня. Вот так вот поступают вот такие вот мужчины. Вот его фото в инстаграме. Человек в комментариях пишет инш Аллах, а в начале видео вот еще один парень пишет матом и говорит, что я делаю плохие видео про таджиков. На что я ему пишу, что отправьте мне хоть одно видео, где я делаю плохие. Он говорит, сейчас. Потом я говорю, жду, отправь. Он опять не отправляет мне видео и потом пишет, что все твои видео плохие. Что и требовалось доказать, что люди, они не имеют своего мнения, они лишь посмотрят одно видео, не разобравшись, не зайдя на канал, начинают писать такие вещи. Но были братья и сестры таджики, хорошие ребята, которые отзывчивые. Они мне в комментариях писали, что все, чтобы я не обращал внимания. Это здоровые люди, они понимают, что нужно думать своей головой, а не писать маты и так далее. Крыс, наверное, лучше, чем вы. К вам обращался ваш земляк таджик. Таджикским блогерам обращался за помощью? Да, который известный, который про тебя видео сделал. И второй тоже, который про тебя видео сделал. Я ему тоже обращался. Один не поднимал трубку, а Фарик, который есть. Почему я к тебе обращался? Потому что после того, ты девушку помогал, я видел про тебя, какие там провокационные видео сделали. И хочу, чтобы лично сам вот так выйти по всей публике сказать, что вот этот человек никакого хайпа и лишние деньги он не брал. То есть вот меня помогал. Они тебе люди будут звонить, спрашивать, сам отвечай им, хорошо, кто как поможет. Вы ему не помогли, друзья, и вы считаете себя мужчинами? Таджикский парень обращается ко мне. Почему он не обращается к вам? Потому что я не разделяю всех по национальности. Наш канал помогает всем и не оскорбляет никого. Еще слова были блогеров, что помогали только таджики этой женщине. Нет, друзья, на первом месте были казахи, узбеки, азербайджанцы, татары, чеченцы, дагестанцы, уйгуры, русские, украинцы, таджики. Вы лучше посмотрите, чем наш канал занимается, а не открывать рот попусту. Еще один блогер, типа какой-то двухдневный, говорит какую-то непонятную фигню. Ассаламу алейкум, дорогие братья, всех поздравляю с Рамазаном, всем желаю доброту, никогда не злите и никогда не болейте. Начнем о коротком. Мое видеообращение для блогера азербайджанского ислама. Дорогие братья, вы все знаете, ислам снял. Женщина таджикская сказала, поможет, точнее, слухи идут, но в данное время он не помогает. Хочу сказать, ислам. Видно, что он тоже посмотрел у кого-то видео, без доказательств, без ничего, просто начинает обвинять. Брат, я хочу к тебе обратиться тоже. Ты вообще не понимаешь и пытаешься хайпануться не на понятных вещах. Так не делается. Ты сам говоришь слухи. Хорошо, вы же такие хорошие блогеры. Вот еще один таджик брат обращается ко мне. Поэтому мне безвозмездно не надо брать, если есть возможность до конца карантина. И все, после карантина я на свою работу выйду и все верну. Почему не обращаешься к таджикским блогерам? Я даже в консульство звоню, никто из них не отвечает. Я дам твой номер таджикским блогерам. Буду рад только. Я тебе сейчас свой номер тогда напишу. Ко мне обращаются братья таджики, а вот блогеры вот эти таджикские чем занимаются вообще? Ладно, я им обращусь, я им скажу, если они такие умные, хорошие, пусть помогут. Если только языком могут открывать и болтать, то, братан... Они что-то сказали, что смогут помочь своим, что ли? Я не знаю. Рахманов тоже получил 80 миллионов евро от Евросоюза.
не помогает, ничего не могу сказать. Что они болтают, рот открывают просто так и ничего не помогает. Вот почему. Посмотрим, помогут, не помогут, бог с ними, там, это время тоже пройдет. Кто хочет помочь ему, я оставлю его номер телефона в ссылке в описании. У него семья, дети, он может остаться на улице. Посмотрим после этого видео, эти самые блогеры, которые рот открывали, помогать будут своему земляку. Но смотри, я тебе что скажу. У тебя есть какое-то количество денег на этой карте. Ибо сейчас позорно, да? А то, что люди помогают, это не позорно. А вот ответить им, сказать спасибо за помощь, сейчас в современном мире это стыдно. К сожалению, многие переписки эта девушка просто удаляла. Вы знаете, что в Инстаграм можно отмену нажимать, и эти все твои сообщения, они удаляются. Тем же самым занималась эта девушка. Она уже была вынуждена выйти сухой из воды, обратилась к блогерам, там, не знаю, может, она придумывала, но я ее не виню, она в тяжелой ситуации была, я опозорилась. Но в итоге она сделала шоу, и я до последнего не хотел делать ответ как мужчина, потому что я знаю, что после этого видео эти блогеры сделают еще видео ответы грязные, но я им отвечать не буду, потому что я выше этого, я уже ответил и сказал как есть. Она не понимает, что она делает шоу для этих блогеров. Не надо вообще им отвечать. Многие вопросы задают, почему я поставил свою карту. Я ставлю свою карту всегда. Как вы знаете, мы живем в 21 веке, и я не могу рисковать оставлять чужие данные, чтобы в итоге что-то вышло не то. Моя карта, мои данные, я отвечаю за это. Я делаю отчеты. Я еду, снимаю, делаю отчет. Все очень просто. Знаете, сколько в интернете есть обманщиков? Я не могу каждого человека номер ставить. Я многим людям отказываю, потому что вижу, что что-то не то. Друзья, вы воюете совсем не с тем. Воевать не надо со мной. Со мной надо дружить. И вообще, мы находимся в чужой стране, мы должны поддерживать друг друга в любой ситуации, а не писать всякую чушь, не разобравшись. Но я ни на кого не обижаюсь. Все мы люди, и всем нам свойственно ошибаться. Хочу сказать всем братьям, сестрам, знакомым, которые подписаны на наш прекрасный канал. Без вас мы никто. Благодаря комментариям существует наш замечательный канал. Я не хочу слушать в Рамадан вот эти все сплетни и отвечать и делать негатив. Всем ассаламу алейкум. Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны.